Занимаются и в Дании, Копенгагенский университет знает об этом. Беринг нам максимально родной человек, потому что у него идет прямая связь с историей нашей школы. Перевели на якутский язык, а мы ее перевели на английский язык. Она рвет все границы. Организовал и провел первый Новый год и само Рождество, которое впервые вообще проходило в городе Якутске. Поняла, что, видимо, вот эта наша книга должна была родиться на якутском языке. В школе номер 5 города Якутска общеобразовательной состоялось такое знаковое событие. Собрали родителей, педагогов, учеников, всех тех, кто по-настоящему болеет темой Беринга и его великих экспедиций. Есть энтузиаст там, учитель истории Борисова Анна Николаевна, и она собрала в очередной раз вот этих людей, чтобы отметить такое событие. Это открытие выставки, посвященной Витусу Берингу. И в стендах выложили все материалы, которые посвящены Берингу. Надо сказать, что вообще краеведение – это очень интересное направление, которое имеет и, с одной стороны, значение как пропаганда научных знаний, в том числе и среди школьников, и второе – это краеведение, конечно, имеет патриотическое значение. Они нашли такую историческую привязку к своей школе, что она имеет очень большие исторические корни, как церковная школа, духовная школа. И Беринг, надо сказать, что очень сильно повлиял на культурную и просветительскую вообще жизнь города Якутска. Все-таки он в течение 3 лет здесь проживал. Абрам Петрович, карты подай. Ты Беринг. В Индии был. Корабельную службу знаешь. Надо положить достоверный путь к нашим землям, Китаю, в Индию. И путь тот пойдет через наше ледовитое море. Дело большое, но если повеление ваше таково будет, то надо сперва положить на карту берег по ледовитому морю. Ты, Беринг, это сделаешь? Вашей волею, государь. И, например, вот в архивах, причем в архивах нашлись такие вот жалобы на Беринга, в архивные, я не буду называть авторов, которые говорили, что он устраивал гуляния, которые посвящены, например, Новому году. Вы знаете, что Петр I вел как раз вот эти гуляния, которые связаны были с елкой и так далее. Беринг устраивал катание на санях, причем это сани были такие большие достаточно. То есть экспедиции Беринга, они носили, с одной стороны, и научное значение, географическое, уточнение координат. И, как известно, цель была это открытие северо-восточного прохода. И он этим не ограничивался. Дело в том, что там не только ученые были, но были этнографы, которые изучали быт наших коренных народов, которые проживали вот в этих областях. Быт, одежда. Например, вторая экспедиция, там был Крашенинников, книга Крашенинникова, известного этнографа, она издана на многие языки, в том числе французский, английский и так далее, она широко известна в мире. Это был прорыв в этнографии. Очень много костюмов привезли и так далее. Беринг родился в Дании, учился в Амстердаме и всю жизнь служил России, получив звание капитан-командора. Петр I поставил перед ним задачу отыскать пролив между Америкой и Азией. Путь занял 2,5 года. Зато была составлена подробная карта дороги в Сибирь. Первая в истории России морская научная экспедиция также увенчалась успехом. Беринг составил точную карту северной части Тихого океана и подтвердил, что пролив между Америкой и Азией существует. Было основано новое поселение, будущий Петропавловск-Камчатский.
Позднее Беринг достиг Аляски, но на обратном пути корабль разбился о скалы. Сам Беринг погиб во время зимовки. По совету Джеймса Кука в честь Беринга назвали пролив, море и ряд островов. Ну, что касается событий в школе номер 5, то там пошли оригинальным таким путем. Значит, ну, как бы две девочки и наставница пошили вот костюмы и изготовили, скажем, фигурки Витуса Беринга и его жены. Значит, вчера была презентация вот этих фигурок, причем они консультировались с модельером, и эти костюмы носят полностью историческую идентичность той эпохи. Это тоже интересно наблюдать. Ну и у детей. Ну и у детей это вызывает такой, конечно, интерес очень большой. Вот именно как жили тогда люди. Был телемост, в том числе из Дании, с потомками Витуса Беринга, с Камчатской библиотекой краевой. Очень интересно для детей был ведущий, скажем, кот, которого назвали Витусом Берингом, и детям было интересно смотреть. Показали портреты Витуса Беринга, вот как история вот этих портретов, их очень много, памятников, которые есть Витуса Беринга. Но, к сожалению, Якутск, где он прожил и где стартовали все великие северные экспедиции, к сожалению, нет до сих пор памятника Витуса Беринга. Это очень большая проблема. Я думаю, она должна решаться на государственном уровне и администрации города Якутска. Это бы сильно украсило значение такой фигуры, которая носит не региональное, а вообще всемирное значение. Это путешественник, который имеет мировое имя. И дневники этой экспедиции изданы на многие языки, в том числе и на немецком языке. Есть вот несколько томов дневников Северной экспедиции, где ученые, энтузиасты изучают вот по дням, как шла эта экспедиция. Ну и... А ты сделай своим умом. Попробуй. Ты, Беринг, человек усердный. Я волю с тебя не снимаю. Нет ни Сибири, ни на Камчатке. Может, эта гора открывается мореплавателю? В Берлине это Америка. Привет, командору Берингу! Очень хорошо, что есть такие энтузиасты вообще в городе Якутске, которые увлекаются историей и обогащают. Я думаю, впереди у них какие-то открытия. Я бы пожелал им очень большого плавания вот этому кораблю, 5-й школе, вот этим детям, значит, их руководителю, энтузиасту, учителю истории Анны Николаевны, чтобы впереди у них были еще большие открытия. И всех они бы радовали нас. Спасибо. Вот, получается, 13 марта провели такое мероприятие, которое посвятили непосредственно теме Беринг и Якутск. Мы так и назвали эту тему. Вторая часть, скажем, этой тематики – это живая история России. И наша школа вот в этом направлении с темой Беринга, конечно, очень многое открывает для себя. И Беринг нам максимально родной человек, потому что у него идет прямая связь с историей нашей школы. Здесь мы уже об этом рассказывали вот в нашей книге, которую я держу. Кстати, мы ее перевели на якутский язык, мы ее перевели на английский язык. Она рвет все границы. Вот. Напрямую сейчас этим изданием занимаются и в Дании. Копенгагенский университет знает об этом. Наталья Охотина Линд, она нам вообще помогает и ориентирует нашу работу
Она просто удивлена была нашей работе, что, оказывается, можно вот так сдвинуть ситуацию. И мы, скажем, углубляясь в 18 век, как говорят мои дети, мы писали, старались передать в виде сказок вот то время 18 столетия в Якутске, как это было, что делал Беринг, почему это было и так далее. Stod foran kajen i Amsterdam og sagde, Herr Bering, de er den mand, tsaren har brug for. Eller dengang, da passet åbnede sig for første gang, og vi stod der og så Irkutsk og Bajkalsøen for første gang. Eller dengang, da du, Anna. Далее. И в этой книге, например, мы рассказываем два момента. Первый момент – это как Беринг открывает самую первую школу в Якутии при Спасском монастыре. И второй момент – это когда нами установлено, что именно он в 1734 году организовал и провел первый Новый год и само Рождество, которая впервые вообще проходила в городе Якутске. Ну, кто знает историю, понимаете, да, что эти нововведения от Петра I, когда Петра I не стало, это нововведение несколько, скажем, остановило свое развитие. И когда через 5 лет Витус Беринг пишет предложение, он непосредственно приезжает сюда, начинает вторую Камчатскую экспедицию, но так как ему надо было 3 года здесь готовить провиант и вообще вот решать определенного рода вопросы, эта система была он был загнан системой в угол, потому что все финансовые вопросы надо было решать здесь ему, в Сибири, но четкого указа Анна Ивановна не дала в Сибири, и поэтому он 3 года с семьей, ну, мы радуемся этому, вот, а он прожил здесь, в Якутске, и проводит вот это первое Рождество, для чего он построил большие линейные, это мощь, линейные военные такие сани, которые вмещалось 30 человек взрослого населения, не считая 4 мест для трубачей. И в этом году я написала уже научную статью, которая показывает имена вот этих трубачей. Это так и было. Первая экспедиция, она была без музыкантов, а вот вторая, она как раз вот имела вот эту мощь. И Витус Беринг, он угощает население, он сам вот это развлекательное мероприятие устраивает для населения, угощает население. И таким образом, наверное, вот мы со стороны, скажем, молодежь, современное, да, общество, мы хотим показать, что вот смотрите, государственный деятель высокого уровня, он на самом деле как близок был к народу. Вот этот момент, конечно, очень архиважен, и он показывает вот эту, ну, человеческую натуру, именно ответственного человека. Честно скажу, как если смотреть с гендерной стороны, в некоторых моментах, когда ты изучаешь документы Беринга, вот просто плакать хочется, потому что он такой путь проделал, он столько вложил в это дело, что словами не описать. Passet åbnede sig for første gang, og vi stod der og så Irkutsk og Bajkalsøen for første gang. Eller dengang. Anna? Klaver?
если ты знаешь историю, как это было, и в каких условиях им приходилось вот это все делать, да еще и мешали. Ведь дело в том, что наша книга написана на жалобах. Когда я рассказывала эту ситуацию в Аймеконе, мне говорят так: как ты догадалась вообще написать, предложила написать сказки на основании документа, который называется просто «Жалоба» на Беринга. И мы проверили все. Действительно, например, на вторую Камчатскую экспедицию Беринг заказывает подарки на 2500 рублей. Это вообще такие большие деньги. Мы даже больше знаем вообще, что входило в этот состав подарков. Мы об этом в своей научной статье рассказываем. И, конечно, эта работа, наша работа через летопись школы номер 5, неожиданно, но, как говорят мои дети, теперь у нас будет мощная история нашей школы, и они все благодарят Беринга. И вчера, когда мы проводили это мероприятие, мы непосредственно показывали работу детей. Я хочу сказать еще одно. То мероприятие, которое вчера произошло, основанием для этого послужила наша газета, которую мы назвали «Беринг». Я об этом мечтала 2 года. Мечта моя сбылась. И самое еще, что наша газета, она порвала все границы. Это газета международного уровня. Это вся Россия участвует в написании этой газеты. Это люди из Дании подключились, Копенгагенский университет и так далее. Когда мы проводили открытие выставки, я сразу говорила о том, что даже историки знакомились с нашей работой, и они мне говорили так: даже о городе Якутске многие моменты из твоей работы мы узнали впервые. Например, что после Камчатской экспедиции через 50 лет будет построена церковь в виде корабля. Мы подняли все старые карты, и мы знаем, где она как раз была в районе той судовой пристани. Она буквально сейчас, это дорога Чернышевского, она стояла прямо там. Кроме всего, когда Камчатская экспедиция заканчивает свою работу, еще мы видим, что, например, у нас один историк выезжал в Данию. И в Дании, когда он заходит в национальный музей, он проходит все залы, и в один зал заходит, а там вся утварь посвящена Якутии. Это было в 1950-х годах. Он был удивлен и решил сразу встретиться с директором этого национального музея в Копенгагене. И этот директор говорит так: помогите нам, у нас есть все о Якутии, у нас нет только керамики. Тогда директором нашего музея Ярославского была Мясникова. И это письмо она получила. И что вы думаете? Она отправила посылку. Собрала и отправила посылку. И таких моментов в истории нашей школы, конечно, очень много. Я, например, горжусь тем, что наша книга, например, в этот раз опять моя мечта сбылась. 2 года я к этому шла, не понимала, как это сделать, но благодаря силе учителей, детей, их родителей, мы смогли озвучить эту книгу. Сейчас она звуковая. Это и русский язык, и якутский язык, и английский язык. Но я хочу поделиться с вами тем, что я прослушала все сказки на всех моментах, и я заметила одно. Я поняла, что, видимо, эта наша книга должна была родиться на якутском языке. Потому что именно подача на якутском языке, она звучит как родная. Максимально звучит как родная. Кто хочет опровергнуть,
можете почитать нашу газету, послушать, как это делали дети, родители. И я думаю, мы можем еще и сесть за стол переговоров, а может даже и поспорить на эту тему. Вот. Поэтому на нашей вот мероприятии было приветственное слово. У меня сразу Камчатка, отправили тоже свое видео приветствие. Получается, потом у нас с приветствием выступил потомок Беринга, Марат Талгатович, тоже поприветствовал учеников. И мы вот в таком, кроме этого, Наталья Охотина-Лин сказала, я на видео не снимаюсь, письма писать не буду, но она в газете она есть. Она говорит, я человек науки, я должна работать с документами. Но вы, пожалуйста, передайте от меня привет детям. И я, конечно, надеюсь, что в дальнейшем вы дальше будете развивать это направление. А почему именно Наталья Охотина-Лин? Потому что самое главное, что наша книга написана по выпускам ее книг, по ее документам. Поэтому вот у нас вот такая тесная связь. Мы сейчас все вместе в этом направлении работаем, рассказываем. И я вижу, например, что сейчас меня еще занимает еще одна тема в этом направлении. Камчатская экспедиция – это наши люди, якутяне. Это чтобы, скажем, преодолеть вот территорию Якутии, а тогда это Якутия, Камчатка – это все наше. Чукотка – это все наш край. И, соответственно, тогда нужны были наши люди, которые знают хорошо вот путь, знают хорошо название рек, знают хорошо условия севера и так далее. И, конечно, вот мы эту тему берем. И в этой газете, например, мы поднимаем такое имя, как Фомин. Он непосредственно был в команде Лаптева. И Лаптев, когда уже понимает, что корабль наш Якутск несколько сложно ведет работу, а работа зависела от природных условий, и он дает буквально команду от Никифору Фомину: езжай, ставь избушку и жди собак и так далее. И вот Фомин уезжает в Таймырский край, там начинает вот ожидать всю команду. И получается таким образом, потом, когда уже по этому пути будут проходить другие исследователи, они все хотят видеть эту избушку Фомина. Они знали о нем, и они назвали и острова его именем и так далее. И, говорит, там избушка, там осталось уже вот, ну, все, бревнышки. Там, говорит, вот 4 шага туда, 4 шага обратно. Все. И вот в таких условиях, а рядом с этой избушкой, вот в разваленном состоянии, лежит такое большое корыто. Вот кормили собак, которые помогли буквально вот вывести вот эту всю научную, скажем, задачу, которая стояла перед моряками, перед исследователями. Вот. Поэтому очень много материала, все не расскажешь. Но в заключение я бы хотела сказать, что вот на этом мероприятии, наше мероприятие еще было, до этого мы открывали выставку при Национальной библиотеке. И мы, как в те года, когда был Беринг, когда он катал население, угощая конфетами, мы заказали конфеты под непосредственным портретом, который нарисовали опять наши дети, где мы этими конфетами, как тогда, 300 лет назад, угощали население Якутии. И через фантик, который мы придумали, да, можно запросто через QR-код выйти на нашу газету. То есть ты и угощаешься, и тем не менее ты можешь еще окунуться вот в то время, вот как это было. И я, если вот совсем последнее, да, то я, честно говоря, мечтаю о том, чтобы, ну, про памятник я уже говорю на всех уровнях. Памятник Берингу, я считаю, что должен быть
Вот если вы пройдете мой путь, вы скажете то же самое. И еще, кроме этого, я считаю, что вот рассматривая непосредственно тему Беринга, необходимо все-таки нам, наверное, объединить вот эти усилия, чтобы... Вот сейчас, например, вот вчера наше мероприятие закончилось, мне звонят с Камчатки, с камчатских школ, говорят: включите нас, пожалуйста, в свой проект, мы будем с вами, мы хотим тоже вот в этом направлении двигаться. На сегодняшний день с нами, например, это ученики Никольской школы острова Беринга. Они с нами тоже вот рассказывают, как могут нам вот с нами делиться. Поэтому мы вот эти направления все, конечно, хотим. В перспективе много стоит задач. Я пока о них не буду говорить, но это будет, скажем, будет сделано. Потому что, сами понимаете, 2 года не могу, но через 2 года мне приходит все-таки мысль, помощь, которая, скажем, помогает рвать границы вот в перспективе такой научной работы. Спасибо за внимание. Огромное спасибо. Passet åbnede sig for første gang, og vi stod der og så Irkutsk og Bajkalsøen for første gang. Eller dengang, da du, Anna Lide, kom gående på broen hen over